Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале Таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Постановление председателя Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан о созыве третьей сессии Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Таджикистан и статьи 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлисе Республики Таджикистан постановляю созвать третью сессию Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан 6-го созыва 5 августа 2020 года в 09:00 часов в городе Душанбе. Председатель Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Город Душанбе, 18 июля 2020 года. Совет Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан сообщает, что на третьей сессии Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан 6-го созыва предусматривается рассмотрение Закона Республики Таджикистан о противодействии коррупции, Закона Республики Таджикистан о туризме, Закона Республики Таджикистан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, Закона Республики Таджикистан о ценочной деятельности, Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан о банковской деятельности, а также ряда других законов. Постановление председателя Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан о созыве второго совместного заседания Маджлиса Милли Маджлиса Намоэндагон Маджлиса Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии со статьей 9 и 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлисе Республики Таджикистан постановляю созвать второе совместное заседание Маджлиса Милли Маджлиса Намоэндагон Маджлиса Республики Таджикистан 6-го созыва 6 августа 2020 года в 09:00 часов в городе Душанбе. Председатель Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан Рустами Эмомали, город Душанбе, 18 июля 2020 года. Совет Маджлиса Милли Маджлиса Республики Таджикистан сообщает, что на втором совместном заседании Маджлиса Милли и Маджлиса Намоэндагон Маджлиса Республики Таджикистан 6-го созыва в соответствии с частью 1 статьи 55 Конституционного Республики Таджикистан предусматривается утверждение указов президента Республики Таджикистан и рассмотрение вопроса назначения выборов президента Республики Таджикистан. С целью повышения эффективности и точности расчетов с потребителями энергетических ресурсов, централизованного сбора, обработки и хранения данных по потреблению электрической энергии в стране внедряется биллинговая система учета электроэнергии. Население Таджикистана растет, также растет и потребление электроэнергии. Граждане должны не забывать об эффективном и целевом использовании электроэнергии. По мнению экспертов, использование энергосберегающего оборудования позволяет сэкономить электроэнергию почти в 5 раз. С ростом населения спрос на электроэнергию растет из года в год, и ее экономное использование остается серьезной проблемой. Использование электроэнергии с умом – это в первую очередь выгодно для семейного бюджета. В случае неправильного, расточительного использования электричества страдают и семья, и государство в целом. Экономное использование электроэнергии и своевременная оплата за ее использование является признаком культуры и высокой гражданской ответственности каждого гражданина страны. Из года в год число жителей страны, а также предприятий, учреждений, организаций, жилых и служебных зданий растет. Вместе с этим увеличивается спрос на электроэнергию. Установка энергосберегающего оборудования, использование энергосберегающих лампочек, переход на единую отопительную систему, устранение расточительного потребления энергии и постоянный мониторинг электрооборудования выгодно не только из-за уменьшения счетов за электроэнергию, но и в целях пожарной безопасности. Ведь энергосберегающее оборудование является более безопасным и удобным в использовании. Неправильное использование электроэнергии и ее потери наносят ущерб государственному бюджету и каждой семье. С целью повышения эффективности и точности расчетов с потребителями энергетических ресурсов, централизованного сбора, обработки и хранения данных по потреблению электрической энергии, что приведет к уменьшению потерь энергии, в стране внедряется биллинговая система учета электроэнергии. В рамках данного проекта в столичном районе Сино будет установлено около 100 тысяч новых электросчетчиков. Новые электросчетчики в домах душанбинцев будут установлены бесплатно. Специалисты отмечают, что после реализации проекта технические потери электроэнергии в горсетях снизятся на 7%, а сбор средств достигнет почти 100%. Напомним, что ранее биллинговая система в качестве пилотного проекта была внедрена в районе Рудаки и городах Сарбан и Худжанд.
К 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан в стране строятся объекты различного назначения. Огромный вклад в строительство социально важных объектов вносят местные, добросовестные и благородные жители, которые на средства, накопленные на совершение хаджа, строят дороги, мосты, школы, медицинские пункты и другие объекты, необходимые для улучшения инфраструктуры своих родных селений. Подобная инициатива уже становится традицией для народа Таджикистана. Селение Хилоли-1 и Хилоли-2 района Хурусон Хатлонской области разделяет растительный канал. И жители по обе стороны берега, чтобы добраться друг до друга, преодолевали большие расстояния. Теперь эта проблема устранена благодаря 80-летнему жителю селения Хаджи Гулмуроду Сафарову, который, накопленный на совершение хаджа более 50 тысяч самани, потратил на строительство автомобильного моста через канал. Мост длиной 16 метров и шириной более 4 метров соединил два селения и устранил многие трудности местных жителей, которые в благодарность назвали мост именем его строителя. Также на деньги, собранные для совершения хаджа в селении Садридин-Айни района Хросон, братья Саидовы построили для жителей селения медпункт. На строительство пожертвовано 290 тысяч самани. Нас 6 братьев. Мы хотели совершить хадж, но решили потратить накопленные деньги на строительство медицинского пункта, где будут работать 12 специалистов, оказывая немедленные медицинские услуги. В улучшение инфраструктуры сельской местности вносят большой вклад сами жители, строя на собственные средства дороги, мосты и школы. Так, в селении Мехробот, Джамуата Гулистон, семья Азизовых на средства, накопленные для совершения хаджа, решили построить автомобильную дорогу. Мы намеревались совершить хадж, но в связи с сегодняшней ситуацией это стало невозможно, и мы решили потратить деньги на строительство дороги. Ведь самым благим делом считается, во-первых, строительство дорог, во-вторых, строительство мостов и, в-третьих, устранение трудностей жителей родного села. Автодорога протяженностью в 1 километр, построенная семьей Азизовых, станет важным путем сообщения между селами данного района в любое время года и, безусловно, повлияет на улучшение инфраструктуры села. Файзидин Зиовидинов из селения Шоле Джамуата имени Боки Рахимзода Ражского района на средства, накопленные на совершение хаджа, строит современную двухэтажную школу на 320 мест в одну смену. Строительством занято 16 местных жителей, которые получат хорошую заработную плату. За строительными работами наблюдают специалисты сферы, чтобы учебное заведение соответствовало международным стандартам качества. В Ражском районе это первая инициатива, но не последняя. Многие жители, увидев, что средства, накопленные на хадж, можно использовать на благие дела, приносящие пользу всем жителям, также хотят внести свой вклад в процветание своего народа и государства. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. Мы продолжаем программу. С 15 июля по 15 августа 2020 года в городе Душанбе организуются ярмарки по реализации школьной формы и учебных принадлежностей в установленных местах с выполнением регулярных норм обеззараживания, контроля за соблюдением социальной дистанции, санитарно-противоэпидемических и гигиенических правил организации безопасных коридоров с использованием антисептических растворов и дистанционных термометров. Напомним, что в Таджикистане 2020 года, 2021 год, учебный год начнется с 17 августа текущего года. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Мы не прощаемся, следим за развитием событий. Оставайтесь с нами и до встречи. بازوی دوری چهارمی چمپیونات سراسری کشور با این دستای لیگ اول در ورزشگاه مملکت با یک شکوه آمد خاصه دایر شد. دسته فوتبالی روشن شریکولوب که در دوری چهارم نیز غالب آمد در جدول مسابقه با 12 امتیاز به صدر جدول برآمد. دسته فوتبال روشن در دوری چهارم در مهمانی بر دسته شامنصور شهر دوشنبه با حساب کلان 8 بر 3 غالب آمد. دسته فوتبال اسخط شهر خوجند که در سفر در دسته پنجشیر جلالدین بلخی با حساب 2 بر 4 شکست خورد با 9 امتیاز مقام دوم را کسب نموده است. دسته فوتبال اسفره شهر اسفره در میدان خود بر دسته حصلات ناحیه فرخار با حساب 2 بر 1 پیروز شده با 9 امتیاز در جای سوم قرار دارد. در بازی دیگری دوری چهارم دسته فوتبالی ماهیر ناحیه یاوان در مهمانی دسته هولبوکی واسه را با حساب 4 بر 2 دسته فوتبالی وحدت شهری وحدت در میدان خود برچی شهری سو را با حساب 3 بر 2 و دسته روشن ظفرآباد در میزبانی دسته سرای کمری ناحیه 5 را با حساب
2-0 مغلوب کردند. در دور چهارم با دسته وحدت رقابت کردیم. این بازی خیلی با ما دشوار بود. اول صاحبان میدان حساب را کشیدن، ما هم راه افتاده نشده حساب را برابر کردیم. بعد در آخرهای بازی خیلی از سبب کم قوانمانه رسید، گل سوم رو سر داده بازی رو مغلوب کردیم. چند دقیقه در جام تاجیکستان بازی کرده بودیم، با همین دسته وحدت بود، ما اون رو با ضربه 11 متره مغلوب کردیم وحدت رو. بازی دوری پنجم مسابقات لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان 21 ایول برگزار میشوند. در بازی مرکزی دسته فوتبال روشن شهری کلوب که حالا پیشرفت چمپیونات میباشد در میدان خود با دسته اسفرا رقابت میکند. در دور چهارم دسته اسخط شهر خوجند را قبول کردیم. فکری من درباره بازی هر دو دسته بقوت بود، از آن جمله که ویا در جدول بالاتر بودن و پایان این به این نگاه نکرده دسته هر دوش بقوت بودن، بازی خوب بود. در اینجا هر دو دسته یک خیل بازی کردن، کسی یکم اشتباه میکرد مغلوب میشد.